Здравствуйте! В эфире программа «Истности» Янга Белова. Он пережил и взлеты, и падения, триумфы, полное забвение, Березвечский монастырь. Его яркая и славная история в годы рассвета и мрачная, трагичная, и даже кровавая в 20 веке. Но как и чем живет возрожденная обитель в 21 веке, сегодня расскажем. С городом Глубокое наверняка заочно знаком едва ли не каждый житель республики. И не только. Именно в Глубоком находится знаменитый молочно-консервный комбинат, который производит любимое всеми лакомство – сгущенное молоко, так называемую сгущенку. Крупный, как принято сейчас говорить, районный центр Витебщины городом стал только в 1940 году при Советах, после того, как к нему присоединили предместье Березвечь. Хотя, судя по письменным источникам, история местечка началась в начале XV века. Однако, кто бывал в Глубоком, обратили внимание, что исторической застройки в городе совсем немного. Зато есть два роскошных барочных костела, которые стоят друг против друга на центральной площади. Один из них – храм католический, другой – православный. А ведь был еще и третий, лучший из всех, который не дожил до наших дней совсем немного. И находился он в том же самом Березвечье, предместье Глубокого. Здесь, в фольварке Березвечь, который вошел в черту Глубокого еще в 15 столетии, существовала деревянная православная церковь Михаила Архангела. Какой она была, никто не знает. Но, скорее всего, поражала приходящих сюда богомольцев не пышностью архитектуры, а намоленностью своих бесхитростных деревянных стен. Православная церковь была построена Львом Корсаком. В этой церкви Лев Корсак был и похоронен. Корсаки, могущественная православная фамилия, владели тогда многими землями в окрестностях Глубокого и Десны. Ведь корсаки были наследниками полоцких князей. Известно также, что 19 августа 1634 года, в день праздника Преображения Господня, сын Льва Корсака Иосиф подарил свое имение Березвечь униатам. В 1643 году Иосиф Корсак умер. В том же году в имении был учрежден мужской базилианский монастырь. Иногда туристы бывают основательно озадачены, когда типичный издали костел оказывается на поверку православным храмом. Для Беларуси это явление вполне типично, потому что напрямую связано с историческими событиями, происходившими на ее территории, и тем фактом, что здесь всегда сталкивались интересы православия и католичества. Увы, но история Березвечского монастыря отражает все перипетии межконфессиональных отношений в нашей стране. Таких переходов из рук в руки на нашей территории было много. В 1756-1763 годах на месте прежних деревянных построек базилиан на средства покойного Корсака строится каменный монастырь с церковью, которую на первом этаже сооружали по проекту архитектора Иоганна Кристофа Глаубица, одного из наиболее востребованных архитекторов Великого княжества Литовского середины XVIII века. Таким образом, окончательно сформировался архитектурный комплекс, включающий в себя церковь с зимней часовней, жилой двухэтажный корпус, хозяйственные постройки. На берегу живописного озера разместился монастырский сад.
Безупречный вкус, тонкое чувство ритма, присущие архитектору, проявились в этой постройке в таком концентрированном виде, что ее по праву назвали непревзойденным шедевром стиля виленского барокко. Церковь была украшена множеством старинных икон, но особенно славилась уникальным, не имеющим аналогов иконостасом. Это было подлинное чудо – иконостас из кованого железа, покрытый сусальным золотом. Своды и стены святыни украшала фресковая живопись на пурпурном фоне, выполненная неизвестным итальянским мастером, и фрески в стиле гризайль. Живописью на исторические темы были покрыты стены всего монастыря. При монастыре была открыта школа, изучали тут не только богословские предметы, но и математику, физику, рисование, немецкий, французский языки. Это был период расцвета. Упадок обители Базилиан начался после Полоцкого собора, объединившего униатов с православными. Православный мужской монастырь просуществовал в Березвечье 32 года. К слову, это были не лучшие его времена, когда число братьев сократилось до 7 человек, монастырь был упразднен. Его возрождение началось только в начале XX века, уже в качестве монастыря женского. Великолепный некогда храм был в плачевном состоянии, монастырские строения превратились почти в развалины. Пришедшие сюда матушки отремонтировали старое здание и храм и даже опять открыли школу на 35 воспитанниц. Благополучие Березвечья, достигнутое тяжким трудом, длилось совсем недолго. Началась Первая мировая война и революция 17 года. Через 2 года часть Беларуси, в том числе и глубокая, оказались в составе Польши. Храм был отдан католикам, а корпуса превратились в военные казармы. Не обошли обитель и трагические события Великой Отечественной войны. Христианская обитель, как это ни дико, стала чудовищным по своей жестокости лагерем смерти. В монастырских стенах в сентябре 1941 года гитлеровцы устроили лагерь массового уничтожения советских военнопленных, так называемый «Шталаг номер 351». Здесь встретили смерть десятки тысяч военнопленных. Казалось бы, годы войны должны были стать самыми страшными в истории старого монастыря. Но нет, смерть и мучения еще долго не оставляли это место. После капитуляции Италии в лагерь стали привозить итальянских солдат и офицеров. А после освобождения Беларуси бывший лагерь превратился в тюрьму, который остается и поныне. Вот такая история, яркая и славная в годы рассвета, мрачная и кровавая в 20 веке. На мрачные воспоминания о той поре накладываются и сегодняшние, не менее радужные будни монастыря. В Березвечье сегодня содержатся особо опасные преступники, осужденные на пожизненное заключение. Похоже, никто не собирается переводить тюрьму в другое место. Но где еще можно найти такие надежные стены? Остается только догадываться, что слышали и видели эти монастырские стены. Что касается чудного монастырского собора, то его мы уже никогда не увидим, разве что на старых фотографиях. Шедевр виленского барокко, поражающий своим великолепием, был взорван и разобран на кирпичи в 50-е годы. Но сегодня люди не забыли о молитве, которая звучит на этой земле веками. На месте, где когда-то стоял храм, одним из сотрудников исправительного учреждения был установлен колокол. 11 лет назад вблизи озера Великое древняя Березвечская обитель, история которой прервалась в прошлом веке, возродилась. Для обустройства Свято-Михайловского женского монастыря приехали монахини во главе с игуменей Анфисой. И вскоре по проекту витебского архитектора Юрия Соколовского построили и осветили небольшую домовую церковь.
В августе 2004 года по инициативе епископа Полоцкого и Глубокского Феодосия определением Синода Белорусской Православной Церкви было решено возродить в Глубоком Березвечский женский монастырь в честь архистратига Божьего Михаила, военачальника всех ангелов, в знак того, что его насельницы должны жизнью своей подражать ангелам. Но восстановление обители в ее древних стенах не представлялось возможным. Затеплилась монашеская жизнь недалеко от исторического места бывшего Березвеческого монастыря. То, что мы застали, когда приехали в этот город, был один вот этот вот коттедж. Вот. Не было еще храма, который сейчас пристроен, не было корпуса. Приехали 1 сентября, матушка и вместе с ней 7 сестер. Вот этот коттедж, который мы тогда увидели перед собой, он был двухэтажный, было чердачное помещение, был подвал. Ну, конечно, все было не обустроено, потому что до этого в течение 10 лет этот коттедж был нежилой. Он дровами отапливался. Вот, насколько я помню, у нас одна сестра взялась по благословению матушки, топила и даже ночью вставала, чтобы температуру поддерживать. Вставала, конечно, очень. Иногда помогали ей кто-то, а иногда и сил не было. За день настолько уставали, что не хватало сил встать ночью, помочь там подтопить этот коттедж. Но, как говорит сестра Гавриила, каждому крест по силам дается. Знаете, сестры, вот, кто сюда приехал, по-разному восприняли перевод, потому что, конечно же, мы привыкли в Полоцкой обители, привыкли к более таким монастырским условиям. Там был общежительный первоклассный монастырь, службы образцовые. Ну, то есть все было на таком уровне высоком довольно. Духовная жизнь там уже была более-менее налажена за те годы, сколько вот он уже просуществовал, с 1991 года. И сестры, конечно, приехали и очень унывали. Даже первое время не распаковывали сумки, стояли так вот возле кроватей. Помню, мы жили по несколько человек. У нас только, наверное, вот матушка одна жила, как игуменья жила, у нее была своя келья. Вот. И еще одной монахини была тоже своя келья, маленькая, совсем крохотная. Вот. А сестры жили в большой-большой комнате. У нас там помещалось 4, иногда 5. Вот. Конечно, было шумно, непривычно. Как известно, быть монахиней – это не только отказ от мирских утех, это особенное состояние души. А вот как протекает жизнь в обители и какие в нем сестры, зависит исключительно от настоятельницы. Очень помогало нам первое время матушкины молитвы, очень помогали. И еще то, что у нас была домашняя обстановка. Вот. Несмотря на то, что мы привыкли к монастырской обстановке, у нас первое время была такая вот чисто семейная, домашняя, уютная обстановка. Мы вот выходили гулять с матушкой вместе, все вместе соберемся там, вот, и идем на природу, на озеро там, или в лес куда-то, у нас тут лес же рядом есть. А матушке надо отдать должное, что все-таки это действительно нужна такая сила воли, такое мужество, чтобы все это выдержать и до конца донести. 2,5 года сестры молились в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Мы ездили тогда в собор. Собор был очень холодный, храм еще в то время. Вот, а сейчас он уже более такой теплый. Вот, а мы, помню, приехали, у нас еще особо мы не привыкли, потому что у нас в Полоцке храмы все теплые, отапливаемые. Вот. И тут мы приехали, и так вот дышишь, мы певчие были, вот сестры, кто приехал, певцы, чтецы, поешь, читаешь, и тут такой валит пар изо рта, потому что очень холодно. Промерзали насквозь. Вот. Приезжали домой сюда, и сестры придумали, даже пели кипяток с корицей. Кто-то подсказал из местных жителей, что очень согревает. Не верится, что хрупким сестрам оказалось многое по плечу, но уже через 1,5 года трудами матушки Анфисы и, конечно, с Божьей помощью
забытый брошенный коттедж превратился в белокаменный корпус с домовым храмом в честь святителя Тихона Задонского. Чудом Божьим она была построена очень быстро, за год с лишним. Это не имея ни средств практически никаких. Вообще сами там, живя вот на подаяние вот наших вот жителей, вот, на то, что нам вот там привезут откуда-то. Вот, просто чудом построен этот храм. Да. Иконостас был расписан очень чудесным образом витебскими мастерами, иконописцами. Но они, конечно, мастера своего дела. И они, когда приехали, они сказали: мы за 2 месяца вам распишем иконостас. То есть это небольшой срок. Вот. Тем более работали они быстро и настолько добросовестно, они и день, и ночь. Вот, помню, что мы практически не видели, когда они отдыхали. Мы только там приготовим покушать, покормим, они покушают и опять идут там расписывать иконостас. А на самом деле прошло только 2 недели. Вместо 2 месяцев они расписали за 2 недели. И уже в праздник Рождества Христова 2007 года состоялось первое богослужение, совершена первая божественная литургия в новой церкви. С момента возрождения Березвечской обители прошло 11 лет. В настоящее время в обители постоянно проживает 10 сестер во главе с матушкой Анфисой. Как принято во всех святых местах, они вместо «здравствуйте» говорят «благословите», вместо «спасибо» – «спаси Господи», вместо «пожалуйста» – «во славу Божию». Монастырь живет своей размеренной жизнью. Каждый день его насельниц проходит в непрестанной молитве и послушании. Послушание в монастыре иконописное, и вот эта икона святых великомучеников Виленских написана нашей сестрой инокиней Анной Фотиной. Если мы немножко пройдем дальше, здесь тоже вот эта икона очень чудная Казанской Божией Матери, тоже написана нашей сестрой монастыря. Обратите внимание, какие красивые вокруг обработки сделаны. Икона Успения Божией Матери, очень чудная, больших размеров. Рядом с ней икона святой праведной мученицы Елизаветы. Монастырская домовая церковь еще совсем новая, но в ней уже происходят чудеса. Большое распятие Иисуса Христа. Благодатный этот крест. Мы очень любим перед ним молиться. Даже было как-то у нас весной такое, что здесь вот наверху на правой ручке у Спасителя выступали масляные пятна. Есть и еще одна чудесная история. В обитель вернулась древняя святыня, особо почитаемая древняя икона великомученика и целителя Пантелеймона. Эта икона была еще подарена прежнему древнему монастырю, матушкам Сафона, привезена в 2002 году. И в 2012 году, ей было 100 лет, мы ее перенесли из собора кафедрального в честь Рождества Божией Матери. Она там находилась после закрытия монастыря. Вот сейчас она в данный момент находится у нас. Там есть надпись «Дар от афонских монахов», в дар именно Березвическому женскому монастырю. Люди уже знают, они приезжают в монастырь и поклониться со всех сторон. Многие чувствуют исходящую от нее благодать и силу. Приходят люди со всякими проблемами и молятся. Я была свидетельницей, когда приходила женщина и говорила, что вот она там исцелилась. Очень много приезжают помолиться перед этой иконочкой.
Сестры Березвечской обители возродили жизнь не только духовную, но и добрые традиции. Прихожане монастыря, бывая в обители на службах, уже давно приметили в иконной лавке разнообразные пакетики, доверху наполненные душистым разнотравьем, бутылочки с различными мазями, бальзамами. Заинтересованным прихожанам сестры охотно рассказывают, как их правильно применить, как хранить, как получить максимальную пользу. Сборы разные. Вот, в частности, вот успокоительный сбор состоит из пустырника, шишек хмеля, гусиная лопчатка, ромашки, таволги, кипрею скалистный, мелиса. То есть травки, которые обладают успокоительным действием. Эта необычная продукция есть не что иное, как природное лекарственное средство, изготовленное насельницами в монастырской аптеке. Заготавливать целебные травы сестры стали практически сразу по приезде в Глубокое. Сестры сами собирают все своими руками, с молитвой стараемся. Выезжаем в леса, луга у нас тут. Вот. Глубокский район, он такой заповедный район, очень много озер, возле которых тоже много лекарственных трав произрастает. Поначалу из-за стесненных условий им было совсем непросто, но потихоньку с Божьей помощью все наладилось. Появились необходимые помещения для сушки и хранения трав. Вот первая комната, в которой мы храним уже собранные травы. Вот. У нас все хранится в алфавитном порядке, чтобы не запутаться, чтобы вот когда мы ищем, быстрее находить, потому что люди, бывает, приходят, заказывают какие-то, делают. Акация, потом бадан, будра, там уже вереск. И вот это. Тут мы работаем. Вот. На полках сушатся травы летом, осенью. Сейчас уже, естественно, они уже все высохшие. В коробках, в мешках все подписано. Ну что тут скажешь, все как в аптеке, четко и ясно, главное – полезно. А это швейная мастерская, сестры сами себя обшивают. Послушание в мастерской несет сестра Татьяна и Ольга, шьют сестры и церковное облачение. Перед вами вот облачение нашего изготовления. Священнослужители носят разные цвета в зависимости от службы. Заказов, делится сестра Татьяна, достаточно много. Мастерская практически всегда загружена по максимуму. Ведь облачения они шьют не только для своих местных священнослужителей. Иногда обращается духовенство из других епархий. Сроки изготовления зависят от сложности заказа, от объемов, очень индивидуально. Но в любом случае помочь стараются всем, никому не отказывают. Но все здесь не так просто, как кажется на первый взгляд. Не каждая швея может пошить какие-то церковные убранства, потому что очень много связано с шитьем и искушений внутренних, каких-то переживаний. И нужно также, когда шьешь облачение, творить молитву. И с молитвы получается намного легче шитье. А еще в монастыре действует воскресная школа, в которую ходит почти 50 детей. Для райцентра это немало. Что ж, вполне очевидно, духовная святыня возродилась. Однако насущной задачей остается завершение строительства главного храма архистратига Михаила. В одиночку не таят сестры, они просто с ней не справятся. Но сестры не отчаиваются, с Божьей помощью все должно получиться. Ведь тот, кто призван на службу Господу, покорно сражается за веру молитвой, словом и делом. Немало трудов пришлось перенести насельницам обители, но они не пали духом, не испугались трудностей, не убежали в благоустроенные монастыри. Что говорить, построить святыню с нуля – великое дело, хоть и земное, но силы тем, кто выбрал этот нелегкий путь, помогают небесные. Сестры молятся и верят, что будут услышаны, и в скором времени с Божьей помощью и людской они воздвигнут этот храм. С вами была программа «Истности». Я Инга Белова. Всего вам самого доброго. Молодежная миссия «Чистое сердце» протягивает руку всем, кто нуждается в поддержке.
Наша цель – это благотворительная и социальная помощь, воспитание молодежи и сохранение христианских ценностей. Мы приглашаем к сотрудничеству тех, для кого милосердие не просто слово, а действие здесь и сейчас. Вместе мы можем сделать больше.